Друзья мои, всем большой привет. Ну что, ребят, долгожданное открытие мое зимнего сезона. Спрятался во враг такой, потому что погода испортилась. Были морозы, было сухо, снега вообще практически нету. И тут сегодня вот ветер 5 метров в секунду и снег вот валит. Ну, как обычно, надо же чуть-чуть подпортить настроение. Но погоду не выбираем, так что, ребят, выдвигаюсь. Спрятался во враг такой, присел тут в ручей замерзший. Вот ручеек, еще темно. Вот столько снега. Ну, снега вообще нету, ребят. Просто я такую осень не помню уже сколько времени, я не знаю, не видел такую осень. Обычно снега валят, а потом замерзает все, а вот сейчас наоборот получилось так. Ну, как бы ни было, ребят, сегодня налет. Неделю назад уже в моем районе открылись по зимней ловле, но, правда, на озере, а я вот сегодня выдвигаюсь именно на речку. Есть информация, то, что есть забереги и можно попробовать на реке. Сегодня рыбалка разноплановая, хищник. Хочу хищника поискать. Это жерлицы, надо добыть живца, ну и балансир. А так сейчас в данный момент добираюсь до Сысолы. Сысола основная речка, но на ней мы не рыбачим зимой. Идем в проходную речку, которая впадает в нее. И уже там будем искать, смотреть что-то. Не знаю, ветер, может, не слышно, так что, ребят, включаюсь попозже, как рассветет. Все, поцелуй меня, удача. А захочешь, обними. Ну, а если не заплачу. Ну и так далее, ребят. Все, погнали. Оставляю сзади поселочек. Вот провожает фонари меня его. Поселочку говорю пока. И встречай меня река. Ну и буду топать по берегу. Ну вот, ребята, если видно, в таком состоянии Сысола. Правда, плоховато видно, темно еще. И вот хотелось показать, вот сейчас сижу, ребят, на этом месте. И вот на той стороне, вот там пленка моя, помните, ребят, я ночевал там, сидел на налима, пробовал. Вот я на той стороне ровно, прям здесь. Вот мне видно, в принципе, эту пленочку. Вот здесь я по этому пляжу сидел ночью, донышки стоял. А сегодня продвигаюсь по этой стороне, по другой. И вот туда, все дальше и дальше. Вот пока вот, ну, Сысола встала полностью, все. Она не шевелится вообще никак. Все, Сысола задубенела. Вот так. Красота. Ох, ребят, не успел включиться. С-под этой елки зайчишку поднял. Побежала жопа белая куда-то вон туда. Иду, тут полисадничек такой. Вон тут сидел. Может, не один, блин, даже. Туда куда-то помотал, блин. Фу, прохожу, блин. Немного спотел, блин. Ну, оделся уже как по-зимнему немного. Бушлатик накинул на себя. Все-таки на льду буду сидеть целый день. Ну и уже провожает меня Сысола. Вот она уходит налево. А я иду вдоль. И вот захожу на малую речку. Провожает Сысола. Ну, Сысола встала. Еще буквально 2-3 дня назад она еще шла, шумела, а уже полностью встала. Хватило ей этих морозов, ну она уже. Я тем самым добрался до реки. Вот это наша речка с вами, на которой сегодня будем рыбалить. Вот там видно устье, Сысола уходит. Ну, затянуло ее вот так ровненько, практически. Без глыб, без ничего, вот так затянуло. Ну и сейчас буду подниматься вверх по течению. Буду смотреть ямочки и буду пробовать. Ну что, друзья, добрался до местечка. Вот здесь такой поворотик. Ямочка присутствует. Здесь я в этом году открывал сезон по налиму. Вот конкретно в этом месте. Ну и смотрю, что есть лунка. 1, 2, 3. Вот тут пробовал спускаться. Видно, рогатульки летние стоят. Ну что, будем здесь пробовать. Далеко не пойду подниматься. Здесь и начнем. Место, конечно, открытое. Ну ничего, я думаю, не замерзнем. Сейчас
быстренько померю лед. Все равно как-никак он первый, и надо будет смотреть для своей же безопасности, так скажем. Первый раз всегда меряем лед. Так, это пока у нас, конечно, к сезону еще не готов, вообще никак не готов. Вчера чисто перебрал жерлицы, перевязал удочки, и все. В принципе, ничего еще не покупал нового для рыбалки. Ну, вон сапоги, правда, взял для зимней рыбалки. На сезон не хватает этих сапог, блин, постоянно они летят. Так, сейчас чисто пробурюсь. Не знаю, ножи вообще в порядке, не в порядке. Немного подзаржавели. Все равно очково немного, ребят. Сейчас возле берега чисто попробую. Ну, тут уже конкретно, блин, там второй лед. Вот такой. Чуть-чуть дальше. Все равно немного очкую, ребят. Как-никак. Страшновато. Отлично. Сантиметров 10. Можно на Жигулях ездить, короче. Все. Блин, ну тут хреново. С поворота задувает. Я еще, дурачок, стульчик забыл. Ё-моё. Ладно, разберемся. Так, пробежал по луночкам, ребят, вообще ноль. Ну и тут ветер такой мощный на меня. Пробую перейти речку, очкую. Ну, пробую. Сейчас на середине промерюсь еще глубину. Ну, как я помню, хорошо окуня брали вот там, по той стороне. И вроде я вижу там лунки. Бур, если что, держу вот так. Мало ли нырну. Ну, такой лед вроде, что все хорошо. Так, добрался до... Ага, видно, разбурено. Мыс хорошо разбурен здесь. Да, прям вот в траве, смотрите. Ну, все как любит окунь. Здесь мне будет хорошо, потому что здесь коса, курья. Сейчас все разбуриваю заново. Ох, тут как хорошо бурено. А вот тут видно, что окуня брали. 100% прям в траве. И вот тут балансирчиком потом будем рыбачить. Жерлички тоже разбросим как надо. Ладно, понеслась. Так, ну что, первый заброс этого сезона. Снизу червячок, сверху опарик, две мормышки черные. На визеньке так рыбачим, на черную елец хорошо попадается. Ну и две мормышки привычка, потому что течение у нас в верховьях такое приличное. И приходится делать две мормышечки. А так, ничего такого интересного нету. Все как у обычных любителей рыболовов. Вот нашел глубину. Конечно, ручки отвыкли. Но сейчас будем вспоминать. Сейчас будем вспоминать, все пробовать. И так далее и тому подобное. Естественно, окуня на игру. Взял прикормочку с собой. Если найдем плотвичку, какой-нибудь из луночек, сразу прикормлю, поставлю вторую удочку. Мне нужна плотва. Потому что взял жерлички с собой. Вот они в мешочке лежат. Короче, ладно, пока разведка боем, а потом посмотрим. Так. 2-3 подъема. Вот какая трава. Ну, походу здесь ловили в этой траве. 2-3 подъема. Перехожу сразу же на следующую. Не вижу смысла по окуню
Если он стоит, если он питается, то он возьмет сразу же. Глубина небольшая подо льдом. Но это все-таки первый лед. К зиме, конечно, здесь курья промерзнет. Так, трава. Трава. Ну вот, допустим, вчера, ребят, была ясная погода. Градусов 10 стояло. Вчера была куневая погода. Ну, лично по нашему району я смотрю. А сегодня пасмурная, снежная. Больше побел. Ребят, 4-й луночки взял матросика. Как раз живцовый вариант. Пока его кинем. Попробуем, может стоит. Это уже 5-я лунка, наверное. Сильно лунку не чищу, так что первый лед. Ну и обычно на мелководье всегда так привык. Сейчас посмотрим. Я думаю, не околеет. Вторую проводочку сейчас сделаю. Все-таки есть окунь, но возможно здесь его взяли. Хорошо взяли. Просто сразу же подошел, кинул. А так до этого ноль внимания. Так. Очень много травы вообще, конечно, блин. Ну, желательно, конечно, плотвичку бы у меня. Плотвичка бы была лучше. Так, ну это нормально. Ведерко я тоже забыл. Хорошо, есть пакеты новые. Всегда таскаю в рюкзаке. Мало ли что там, под что-нибудь. Под это, под 10-е. Сейчас наберу водички сюда. В пакет придется. Так, пока тот не околел. Окунявик. Надо его в водичку. Давай, дружище. Очухивайся. Ну вот, о, нормально. Загулял. Так, немного привяжу. Ну, вроде пойдет. Продолжаем, ребят, сеанс. Так, ребят, продолжаю разбуриваться. Так, была поклевочка. И приехали гости. Приехали гости ко мне. Ну, не знаю, что тут получится сейчас у нас. Мы будем пробовать. А мне, по крайней мере, надо живца поймать. Мужики тоже довольные. Все на рыбалку. Первый лед — это праздник для мужика. Это однозначно. Столько времени ждали. Ну, я, в принципе, 2 недели назад еще жидкую воду ходил. А тут уже все. Мороз и зимняя рыбалка. Была поклевочка одна. И что-то перестал. Сейчас раскулюем. Сейчас раскулюем. Не знаю, кто такие, правда. Друзья, расклад такой. Значит, где там остановился утром. Это было 8 утра, наверное. Столько народу подвалило. 3 машины приехал туда. Ну там разбурили, там окунь поклевывает. Окунь разный. Выходит и такие более-менее экземплярчики. Ну, короче, я хотел ставить жерлицы, но, короче, свалил оттуда. Вот уже. Тут 2 человечка подтягиваются. Не знаю. Ну, так-то все нормально. Живца я поймал. Так и сказал, что забыл ведро. Вот наловил такого среднего окуня. Там даже немного более-менее таких взял. Штук десяток, наверное. Вот здесь окушок небольшой. Вот здесь такой остров. Я так как помню, здесь вот крутил вот так по этой стороне. Сейчас парнишка посоветовал. Ну, здесь, говорит, попробую расставиться. Здесь поставлю. Перед островом поставлю парочку. И здесь поставлю. Тоже в шахматном порядке. Как щука будет гулять. Сейчас разбурюсь. Быстро-быстро начнем расстановочку. Так, ну что, понеслась. Обычные жерлички. Ну, тут изолента сделал, чтобы видно было сдалека мотать, что мотает. Лед только трещит, вон слышно. Ну, жерлицами я начал рыбачить 2-й год. Так-то никогда ими не рыбачил сильно. Ну, валялись в рюкзаке парочку. Как-то ставил.
Ну, что-то как будто мы не мое. А тут съездил на одну рыбалочку. И мне очень понравилось. Бубенчик на изоленточку примотал. Вот так вот. Сейчас глубину найдем. Давай, жерличка. Пошел. Вот ямка хорошая, я бы сказал. Так. Раз, два, три, четыре. Есть. Да, народу, конечно, там тьма, блин. Просто тьма. Все в одно место прихерачили, блин. Блин, с ведром, конечно, бы попроще было. Но что сделаешь? Ведро забыл. Стульчик забыл. Пришлось в пакет замотать. Ну, вроде как не замерзли. Все хорошо. Плотвы ни одной. Чисто окунь. Такой специально меленького подобрал. Вот такие кушки. Самое то. Так. Не выливайся. Не выливайся, водичка. Так. Давай, кушок. Делай вещи. Делай вещи. Под спиночку. Ну и пускай плавает. Работает. Вот так. Все. Одна заряжена. Идем дальше. И вот сейчас вдоль берега сделаем вещи. Ну вот, значит, здесь сама яма получается. Ну, глубоковато, не знаю, метра 3-4, наверное. Я не знаю, там выход сделал. Ну и здесь получается все, оно уменьшается. И вот до того поворотика так, ну, немного под изгиб сделал. Не знаю, поставил на одном проходе. Не стал расставлять там в шахматном порядке, не знаю. Так пускай будет. Может, повезет нам, стрельнет одна хотя бы. Будет вообще здорово. А здесь вот там мелководье, не знаю, сейчас побурю. Может, там окушок будет. Сейчас посмотрим. А тут обурил, искал окуня. Довольно неплохо. Он близко очень переходы делал. Сейчас старые луночки побурю. Ножи просто промерзло хорошо здесь. Ножи просто не айс. И сейчас пробежимся. Посмотрим. Так, палочку надо. Палочку. Сегодня погода, конечно, не окуневая. Но ничего, поклевывает. Немного, правда. Изначально пробовал на серебристую мормышку. Оказывается, точнее на черную. Оказывается, на золотую он лучше сегодня берет. А пацаны там вообще хорошо начали ловить на гвоздикубик, там вот этот гвоздишарик. Короче, как-то так. Вот это снег, ребят, пошел жесткий. Конкретный снег попер вообще. Аж заметает, блин, просто. Там пару ударов было, червя сорвало кто-то. Перенасадил, нифига, больше нет поклевок.
Здесь тихо. Надо чайку, наверное, попить, перекусить что-то. Самому. Вот это снег валит. Так валит. А, не хочет. Здесь почему-то не хотит. Так, пойдем дальше. Надо искать. Если найдешь, потом можно разбуривать, все равно продолжать. Но тут вообще мелко стало. Тут вообще мелко. Да, тут вообще глубины нету. О, малыш, блин. Малыш. Тык-тык-тык. В траве прям. Прям в траве, в травушке, муравушке. На мели, значит, есть здесь окунь. Значит, сейчас будем продолжать разбуривать эту ситуацию. Глубины вообще нету, конечно. Конечно, без стульчика хреновато, блин, ноги затекают. О, а это наш, ребят, бандит. Это наш бандит. Сходу отдай червячка. Отдай, парнишка. Опа, красавец. Это наш бандит. Короче, можно здесь разбуриться будет. Ну, хотя бы, что я тут один. Не мешает мне никто. Может, к вечеру разловим. Штук десяток покрупнее посолить. Да мамкиных котов угостить. И то вперед. Да и открытие, ребят, это праздник для души. И для сердца. Дело-то не в рыбе, скажем. С осени холодильничек подзабит разной рыбой. Есть всякая рыба интересная. Можно будет готовить блюда красивые на праздники. Сейчас у меня у моих день рождения там будет впереди. Я все равно буду делать интересные блюда. Возможно, буду показывать на канале. Так, короче, вот эта бровочка, вот эти ветки. Значит, что-то здесь будем пробовать. Вот перешел, поднос кинул, взял. Больше не хочет. Перешел. Ну-ка здесь. Ну-ка здесь, дружок. Попробуем мы с тобой сегодня. Ну, глубина такая же, в принципе. Все то же самое. Сейчас попробую вот тут меля, значит, пробуриться. Где-то он все равно стоит, он стайный. Это в любом случае. Сейчас что-нибудь надыбаем. Опа, вот и надыбали. Дразнишь. Хватит, есть контакт. Отдай. Окунявики. Такие уже более-менее. Там тоже такие попадались.
Ну, штучный, опять же, штучный. С одной лунки один, с одной лунки один. Сейчас посмотрим, будет второй. Снег, конечно, усилился, это плохо, блин. Ну, обещали снег, потому что снега не было вообще. Обещали снег. И вот тебе снег. Вот тебе зима. Вот тебе зима, зимушка, зима. Сейчас долгая зима будет у нас. Нет. Штука. И все. Штука. И все. Так. Значит, сейчас побурю вот этот фронтом бережный. Возможно, будет что-то. Нет, буримся. Нет, так, ребят, расклевал. Более-менее уже такие выходят экземплярчики. А окунь этого сезона первый. Отдай. Ну тогда хожу, вот 1-2 с вуночки выдергиваю. Как бы сильно не снимаю, потому что поклевки редкие и не получается снять все это дело. Да и снег валит. Сильно снег валит, так что камеру засыпает моментально просто. Вот 1-2 взял. Все, можешь менять вуночку сразу. Просто то, что набурил, можно по ним ходить и пробовать. Опа, что-то затяжечка была или показалось. Сейчас проверим еще раз. Две-три проводки, если он есть, он сразу себе показывает, так что долго сидеть на лунке вообще смысла нету. Ну да, где-то, ребят, может быть рыбы много. А у нас зимняя рыбалка такая, я бы сказал, не сильно-то интересная. Постоянно трудовая. Но если не лениться бегать, пробовать, то да, была поклевка. А нет, трава была там. То можно ловить килограмма 1,5, 2, 3 смело. Просто в зависимости какой размер рыбы. Соответственно, мелочь. Ну, можно на котлеты кто-то занимается, но лично для меня это уже устало все это дело. Уже охота поймать одну там щучку на 1,5 килограмма, там пару небольших окунишек, немного плотвы, и этим рыбалка просто удалась. А тащить мелочь, 2 мешка, ну это 5-6 килограмм мелочи, ну а что ты с ней будешь делать? Это уже не интересно. Ладно, ребят, пойдемте перекусим. Там какая-то будка, блин. Или ее принесло, или я не знаю. Сейчас схожу, посмотрю, что там за дела. Там костерок разведем, что-нибудь горяченькое приготовим, пообедаем. Ладно, соберем рыбку, чтобы вороны не поели или сороки. И этот, как его, пойдем сами что-нибудь перекусим. Штучный окунь. Так по лункам ходишь, собираешь чуть по чуть. Ну, попадаются такие более-менее кабанчики. Ну, средний окунь, не крупный. На блесну там пробовал, что-то нифига.
Ну, так что-то собирается. Килограммчик окуня уже взял. Ладно. Там какая-то будочка. Пойдем там забазируемся и пообедаем. Чаек у меня в термосе. Термос большой взял специально, чтобы на целый день хватило. Вон так все засыпало. Ох, жерлички пока молчат. Интересную будку сюда, ребят, приволокло. Вон она, прям с сидушкой, со столом была. Я примерно понимаю, от чего это. Сейчас возьму пару досок отсюда. Дрова уже не буду искать. Хотя можно и заморочиться, но погода такая дрянская. Пару досочек возьму, костерок забодяжу и нормально будет. Вот это будет костерочек у меня. Вот так вот клево. Вот так нормально. И пойдет. Сейчас тут разворошу. И будет здорово. Сейчас сало пожарим на сковородочке. Будет лед только трещит. Сала мало не бывает. Огонь. Сейчас сало растопим. И яйца зальем туда. Хорошо, что в пакет не положила, в майонезную банку. Так бы хана им было. Так, хлебушек у меня бородинский, как обычно. Черненький. Огонь. Сейчас сальцо немного пошкварчит. И яичек зальем туда. Чаек в термосе. И перекусим. Сало вроде растопил. Сейчас наши яички туда. Такой блинчик получится. И мы это покушаем. Все. Так, это в стороночку. Так. Немного поперчим. Посолим. Вот так. Да, снегопад, конечно, снегопад. Так, где у нас Чайковский? Заметает конкретно, блин. Чаечек. О. Чаек, это хорошо. Ну вот, ребят, за открытие сезона, так скажем.
О! Отлично. Куда поставить, чтобы не упало. Что там у нас бигульме? Доходит? Доходит. Вот такая яишенка большая получилась с сальцом. Со шкварочками. Нормально. Калории как раз нужны. Сейчас, ребят, перекушу. Попью чайку. Ну и пройдусь еще по луночкам, побурюсь. Если нет, то, может, схожу обратно туда. Может, там... Как, может, там было, хрен знает. Жерлички-то пока оставлю. Пускай стоят. Ну все, ребят, всем приятного аппетита. Все же, ребятки, хорошо на природе. Пьешь чаечек. Покушал яиченки. Дома бы как бы она бы не нужна была. А здесь самое оно горяченького. Тем более зимой. Блин, шикарно. Костерочек догорает. Рыбка клюет. Хоть не крупная, но все равно она поклевывает, она радует. Даже несмотря на такую погоду злую. Душевно стою в каких-то кустах. Какой-то будка приволокло. Но я, в принципе, знаю, где была бона, там был навес. Вот почему-то ее оторвало вот таким образом и сюда прифигачило. Ну, можно, в принципе, здесь ее установить. Если толпа мужиков подымут, то можно будет ее здесь поставить. А так, все здорово. Я просто балдею, ребятки. Что еще надо для счастья? Для рыбацкого счастья просто ничего не надо. Кайфую душой. Вообще огонь. Просто огонь. Нормально снега поднавалило, ребят. Чистый лед был. Белый все. Ё-моё. Схожу сейчас туда. Попробую там еще полчасика, где был утром. И вернусь потом. Жерлички соберу. Оставлю, пока жалко мне снимать. Может, к вечеру кто и даст. А пойду пока там попробую что-нибудь подержать. Что, родные, вот я и добрался домой. Кое-как выбрался, просто заметало так, что конкретно я думал, не дойду, просто жестко. Короче, заходил осенью, ребята, а пришел зимой. Вот так бывает. Ну, в целом все нормально, в целом все понравилось. Открытие это в любом случае состоялось. Я отдохнул по-человечески, как я люблю, один, наедине. Так что, ребят, всем советую. Ходите на рыбалочку, любите природу. Самое главное это процесс. Самое главное процесс. А рыба и все остальное это второстепенно. Я всем постоянно объясняю и говорю. С вами буду прощаться. Впереди, я думаю, будет много чего интересного. Зима только начинается. Так что, ребят, всем здоровья, счастья, любви, мира. На связи.